Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 13 ноября, пятница 13 2023 года, 20 часов по Берлину и 21 час по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Начнем, как обычно, мы с сообщения, перед тем, как я вас всех поприветствую, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На 13 число, на сегодняшнее число, за прошедшие сутки уничтожено 800 оккупантов, 5 танков, 6 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 2 БПЛА, 2 БПЛА, 1 крылатая ракета, 5 автомобилей техники и цистерны и 1 спецтехника. Слава ЗСУ! Слава Украине! Светлана, Эда, Моведин, Алан, При, Демократ, Асламбек и все остальные. Друзья, ва алейкум ассалам, я вас всех приветствую. Эдам, ва алейкум салам, Машвой. Всех я вас сердечно приветствую, друзья. Ставьте лайки, напоминаю еще раз, и распространяйте ссылку, пожалуйста, друзья. Это очень-очень важно, потому что нам всячески мешают, нам всячески ставят палки в колеса, пытаются нам помешать доносить правду. Так. Чем больше лайков, тем больше зрителей, напоминает нам TikTok. Самая короткая страшная история из когда-либо написанных. Так, это не то, это не то, это не то. Умные не обижаются, а делают выводы. Агата Кристи. Вами управляет тот, кто вас злит. Надо сделать так, чтобы никто меня не злил, Дион. Алло. Алло. Ва алейкум ассалам. Mossa syldi kyllä. Så primo e fira on. О. И в ТикТоке, и в Ютуб. Да. Типа того, да, расширенная версия, да. Дели салам маршала. Хешват, ла, ахузи рамо, громкий халатин. Так. Хешруко Муса. Ассаламу алейкум, салам Машу Махкой. Ва алейкум салам. Прямой эфир Юкова, договаривать Асланик, Аслан Зайни Галис, вот Акира Окуши, прямой эфир его Элла, Аксо Вистхалиал, Вистхал договор. На русском языке, Муса, если можно, у нас на русском все. Я не хотел собираться говорить в прямом эфире, но я позвонил Аслану, и тут получилось так, что он оказался в прямом эфире и сообщил мне об этом. Поэтому я, соответственно, сказал, давай я тоже там выскажусь. Я бы, во-первых, сказал бы одну вещь важную. Аслан проводит большую работу, не в мою пользу, не в пользу кого-то там, а в пользу нашего народа.
И все, что он говорит, вот в последнее время, после того, как он, извиняюсь, с этой компанией разобрался и ушел, я абсолютно поддерживаю. И не потому, что он ушел к нам, а потому, что он ушел от неправоты. А мы, каждый из нас должен выходить от неправоты, и мы должны держаться только, когда мы говорим о законах и странах, а законов наших стран мы должны держаться только законом наших, каждый из наших стран, и плюс ко всему все наши действия должны быть выверены, в том числе и с международным правом. Поэтому я абсолютно приветствую все, что он говорит после той эпохи, что называется, пока у него глаза эти шоры не упали, и я полностью поддерживаю. И я прошу наших соотечественников, я прошу всех друзей чеченского народа быть внимательными, разбираться в том, когда обсуждают чеченскую тему, и когда человек, с кем идет дискуссия о чеченцах, если он не знает чеченской тематики, то он не должен это обсуждать. И вот я не собираюсь никому делать упрек, но вот если я собираюсь говорить об Украине, я, по крайней мере, изучу историю Украины. Если я говорю о России, изучу историю России. Если я буду говорить о Папуа-Новой Гвинее, я зайду хотя бы в Википедию, посмотрю. И любые события, все, что сейчас происходит, мы должны оценивать только с точки зрения права. Если мы уйдем в любую сторону, то мы ошибемся. Я приведу такой пример. Если снайпер на миллиметр в исходной точке уведет ствол влево, вправо, вверх, внизу, не попадет в цель. Вот мы должны держать цель перед глазами и идти прямо, точно, выверенно, соизмеряя каждый шаг, каждое слово к этой цели. Я закончил. Муса Дейрес Хуйлон, Баркал. Полностью с тобой согласен. Спасибо за поддержку, спасибо за такие правильные слова. Только по закону, совершенно верно, Муса. Салам Маршал. Дейли салам Маршал, Хуйль, адиквер. Так, друзья, это был Муса Таипов, это наш посол Чеченской Республики Ичкерия во Франции, это наш официальный представитель чеченской власти. Он говорил о том, что из шоры с моих глаз упали. Это была речь о том, что я поддерживал Закаева, его вот эту труппу, и искренне верил, что эти люди ведут борьбу за деоккупацию нашей страны и наказание виновных в тех страшных преступлениях, которые совершены против нашего народа и государства. И мне поступали сообщения. Вот сейчас, когда я говорю кому-то что-то, и если мне не верят, я не сильно удивляюсь этому. Потому что я сам не верил, когда мне говорили, кто такой Ахмед Закаев, из его окружения, кто такие эти люди, из его ближайшего окружения. Потому что там есть обманутые люди, как и был я обманут вот этой имитацией защитников чеченского народа и государства. Абсолютно это не так. Я со всей ответственностью это заявляю. Так в команде как таковой Ахмеда Закаева я не был, потому что они меня не подпускали близко, но я пытался поддержать их. Дело в том, что когда я сюда приехал в Европу, я думал, здесь в Европе все чеченцы, все до единого, кто занимается чеченской проблемой, чеченской политикой, это люди, которые стоят на основах нашего государства, на правовых основах нашего госарства. И при всем при этом я видел разногласия. И эти разногласия я, как наивный человек, по простоте душевной, полагал, что люди просто в течение вот этого геноцида, этой долгой войны перессорились просто. Но ни в коем случае мысли даже не было, что люди, которые
занимаются вот этим делом, будут работать не на интересы чеченского народа. И мне так сложилось, что я познакомился с Хусейном Исхановым, которым очень долго я общался. Он спокойно объяснял мне, хотя мне все говорили тогда, что Ахмед Закаев предатель. Я говорил, что это не так. И Хусейну я задал этот вопрос и сказал, что все говорят, что он предатель, и так далее, как быть. Он сказал, если он предатель, то мы его остановим, то мы найдем на него управу, что это не так. Я поверил словам Хусейна Исханова. И у нас был только президиум правительства, который находился Facebook, YouTube, во многих социальных сетях. Активность была не очень большая, это мое мнение на тот момент. Закаев проводил какие-то митинги перед Гаагой. Например, это первое мероприятие, на которое я тогда поехал, уже из Германии. В Германии мы тоже проводили мероприятия, митинги, акции. Люди Ахмеда Закаева приехали сюда, в Гамбург, тоже очень интересный момент. Сейчас ты уже по протяжении, по истечению вот этого срока отматываешь назад. У меня очень хорошая память. И я вспоминаю моменты, они сами картиной появляются перед глазами. Когда здесь у нас жил один русский, в Гамбурге живет русский по имени Владимир, и представители Ахмеда Закаева из Берлина приехали в Гамбург, арендовали помещение, небольшое помещение, и там провели выставку преступлений против чеченского народа. Я как правозащитник, как юрист, как человек, который именно из-за этого, по большому счету, конечно, это неправильно так говорить, они вырезают куски и потом распространяют эти видосы. Но я все-таки неоднократно это говорил, и еще раз скажу. Я посчитал, что мне нужно не столько государство, сколько права моего народа. К сожалению, без государства, которое защищает права моего народа, защитить права чеченского народа и граждан Чеченской Республики Ичкерия невозможно. Но если бы Папуа-Новая Гвинея мне гарантировала, что мы всех накажем, всех преступников, всех национальностей, которые совершили преступления против чеченского народа, я бы согласился бы стать гражданином Папуа-Новой Гвинеи. К счастью, не пришлось становиться ничьим гражданином. К счастью, я буду только лишь гражданином Чеченской Республики Ичкерия и, возможно, Германии. Но вот сюда приехали эти люди. И это меня зацепило, если честно. Туда пришел вот этот Владимир Попков. Сюда приехали люди, представляющие Ахмеда Закаева. Один из этих, это был представитель Закаева, так называемый представитель так называемого правительства Закаева в Берлине. Был совет старейшин, представитель их. Туда я взял, мы все пошли туда, там, кого только можно было туда пригласить. И это сыграло тоже определенную свою роль, и я начал активно включаться в поддержку. Я вот сейчас поддерживаю президиум правительства. Так вот, знаете, вот мой этот максимализм поддержки Закаева, вот это событие, разоблачение Ахмеда Закаева, оно меня сбило просто даже. Сейчас я не так даже активен, как я был тогда, как я всей душой и телом верил, что делают вот эти люди. И это вдвойне неприятно сейчас все это вспоминать и выглядеть на весь мир не очень умным человеком. Но ничего страшного, я себя успокаиваю тем, что пока некому поставить мне оценку, потому что конкуренции не так много в нашем деле. Поэтому как могу, как говорится, и несмотря на все промахи и неудачи.
И после того, как мне многие говорили, отойди от Закаева, ты себя, понимали, что я искренен, понимали, что я честен, и мне советовали, много людей, очень много советовало. И ну, чаще всего это были анонимные люди, потому что не хотели светиться. Да и мне, наверное, не до конца, может быть, доверяли, раз я нахожусь рядом или поддерживаю Ахмеда Закаева. Но в один прекрасный день, позвав меня на мероприятие в Страсбурге, представители Ахмеда Закаева попросили взять меня с Германии одного человека. Его здесь, в Германии, он представляется как Нашхо Эльдаров, по другим данным, это Руслан Сулейманов, который являлся заместителем представителя так называемого правительства Ахмеда Закаева в Берлине Умара Исмаилова. Этого человека мы взяли, поехали туда, побыли там на мероприятии правозащитном, который организовывал один из самых доверенных людей Ахмеда Закаева, Саид Амин Ибрагимов. Там я занимался только видеосъемкой, моя задача была только пиарить, только распространять информацию. Абсолютно никакие должности мне были не интересны. И я был в зале, я был с камерой, я был с телефоном, там-сям записывал, говорил, там в компьютере что-то делал. А в президиуме там сидели Саид Амин Ибрагимов, этот Нашхо Эльдаров, там еще один мужчина, которого я не знаю. И на обратном пути Нашхо Эльдаров, мы ехали туда очень долго, ехали обратно очень долго, там находились все время на ногах. Вот этот Нашхо Эльдаров ни разу не покушал, ни одной минуты не поспал. Вот больше суток мы находились в машине, на дороге, там на мероприятии. Мы все потихоньку спали в машине, уставшие были, там где-то перекусить. И он нигде не кушал. Задавал вопросы, есть ли у нас оружие, какие-то странные вопросы. И, видимо, он опасался, что мы его пристрелим. И потом, когда мы ехали обратно, я уже начал подозревать неладное. Это я сейчас вам только говорю о том, что я начал подозревать неладное. И когда что-то неладное, я предпринимаю меры. И на обратном пути, когда мы заехали там в Бельгию, там на границе это все происходило, из Франции в Бельгию, потом в Германию, и он меня попросил сесть за руль. Сказал, сядь ты за руль, пусть пацаны отдохнут. С нами было еще 2 человека, третий там мы высадили, и мы вчетвером ехали дальше, и шуточно, как бы, ну мне казалось это шуточно, сперва он так в шутку говорил, ты должен с нами работать, ты должен это сделать, то сделать. Там. А я же говорю, я и так работаю с вами. Скажите, что мне от меня требуется, я сделаю. Абсолютно без каких-либо вообще без задней, ни страх, ни проблемы, ничего меня не нужно, не останавливает. Я буду делать все, что принесет пользу моему народу. И потихонечку человек раскрылся. И мы 3 часа ехали, больше 3 часов, 3,5 даже часа. Или даже больше, я сейчас все не помню. 2 человек, которые были со мной, это мой брат и наш друг, они уснули, они храпели, был слышен их храп. И в этот момент он начал уже открыто начал уже предлагать работать. Говорил, что, хоть это и некрасиво говорить, что я там какую-то ингушскую девушку надругался над ней, и что вот у них есть на меня компромат, и так далее, и так далее. Я, конечно, посмеялся, это исключено. Видимо, они, может, или спутали меня, или я не знаю, какая у них была информация. Но я не подал виду, что я, не стал с ним вступать в конфронтацию, хотя в конфронтацию вступить было абсолютно не проблема.
Наоборот, мне нужно было узнать как можно больше информации от этого человека. И мы разговаривали, я делал реверансы в его сторону, показывал, что а почему, а как, что меня это заинтересовало, как бы. Предлагались мне деньги, машину одну, дом, большую сумму денег, зарплату. Я сказал, что мне нужно делать для этого. Он мне сказал, что нужно, вот у меня много друзей украинцев, нужно заниматься Украиной. Ну, фактически мне нужно было предать вот всех, кого я, не только чеченцев, но и вот предать и украинцев, с которыми я общался, дружил там, ну и потихонечку. Сейчас бы я, наверное, был бы звездой номер один в Украине, как блогер, там, какой-то вещатель. Они меня двигали бы. Но это предложение ко мне, такое же предложение мне поступило еще будучи в студенческие годы в Санкт-Петербургском государственном университете, из-за чего я был отчислен, так как не согласился на это предложение. Ну и этому я сказал, ты меня, конечно, извини, скажи, что они прислали вербовщика слабого, пускай пришлют другого. Может, в следующий раз у вас что-то получится. На этот раз извини, увы, я очень разочарован в том, что вы делаете. Он сказал, и Ахмед Закаев, и он, ну все они работают с турецкими спецслужбами. Он говорил, что он работает на турецкие спецслужбы и на русские спецслужбы. Что он дверью открывал в Ханкале дверь генерала, заходил туда, там ногой точнее открывал дверь генерала, там такой он весь был. У него было погоняло Джеймс Бонд. Ну, вот такие вот вещи были. Я много об этом говорил, писал об этом, у меня написано есть много публичных текстов на эту тему, которые я выкладывал, и делал видео и говорил об этом. И в итоге я ему сказал, что я больше не буду заниматься этой блогерской деятельностью. Он очень сильно был расстроен, что я ему отказываю. Абсолютно он был просто, голова его опустилась там, нос его опустился очень низко. Он был очень-очень разочарован, расстроен. Подготовка вся вот эта, они максимально попробовали все сделать так, чтобы я не придал этот факт огласке. Так как человек, который представился, он был Нашхо по имени, он говорил, что он Нашхо по тейпу. Нашхо это мой тейп, фактически, как бы вот на этом, ну, зная, что я придерживаюсь чеченских законов, так называемых адатов, ну, видимо, хотели сыграть на этом. Но они ошиблись. У меня нету ни тейпа, ни семьи, ни братьев, ни сестер, кроме тех, кто на этом пути. Все, это уже давно решено. Еще и мы были поставлены в такое положение, по крайней мере, я так это ощущал, что если я начну публично выступать, я не продержусь и года, меня убьют. И фактически ну, другого выбора не было. Идти на смерть. Я считал и считаю до сих пор, что то, что я делаю, я шел на смерть. И они другого выбора мне не оставили. Поэтому я осознанно, не 20-летним, когда гормоны играют пацаном, принимал решение, а уже взрослым, состоявшимся человеком, я принял решение. Но я ему сказал, что я прекращу свою деятельность, потому что я потрясен, о чем ты говоришь. Как вы можете быть за русских, если тут люди вам верят, люди столько погибли, столько пожертвовали на этом пути, а вы занимаетесь вот этой темой. Его это обрадовало, его нос приподнялся, он чуть взбодрился, что я прекращаю деятельность. Я это очень четко зафиксировал у себя в голове. И я сказал, сейчас я остановлюсь на мосту, и выброшу компьютер, который у меня находился в машине, и вел запись. Выброшу его сейчас с моста, и все, я больше не буду этим заниматься, мне это не интересно, мне ни политика, никто, ничего не известно. Поэтому, ну, это его обрадовало, мы его высадили, и в его где-то офисе, как он называл это, мы уехали домой. Как только я доехал до Гамбурга, я сразу же поехал в прокуратуру
и написал заявление по этому поводу. Полностью все подробно все описал, передал запись своему другу, своему близкому человеку в случае моей гибели или еще чего-то, чтобы ты придал этот факт огласке. И, конечно же, я понимаю, что я очень много сделал для того, чтобы популяризировать вот этот симулякр, который является античеченским в лице так называемого правительства Ахмеда Закаева. И я считаю, что мой свой долг, что я должен людям объяснить, что это не так. И искренние люди, которые являются моими братьями и сестрами, что эти люди должны знать. Ведь я говорил за Ахмеда Закаева, я очень много говорил, я очень много писал, поддерживал всех американцев, всех иностранцев, всех немцев, полицейских. Я везде, всюду говорил за Ахмеда Закаева, за его правительство, что вы нас не поддерживаете, вы должны нас поддержать. Очень много я сделал для того, чтобы, на мой взгляд, для того, чтобы его популяризировать. К большому сожалению. К большому сожалению. Поэтому после того, как я уже сказал, подал это публично, все это распространил, я начал разбираться, так кто-то же должен быть в этом чеченском сопротивлении искренний и настоящий. Не должны же все быть за русских. Ну, хоть и меня это как холодной водой облили, я чуть-чуть пришел в себя, но я стал очень осторожным, я перестал верить всем, ну почти всем, конечно же нет, потому что невозможно не верить никому. Я начал разбираться, я пришел к выводу, что президиум правительства в лице Аллы Дудаевой, Аяда Идигова, вот Мусыта Ипова, который мы только что говорили, других людей, это настоящие искренние люди, которые борются, как начинали свою борьбу, вот так и продолжают эту борьбу, искренне, честно, не продаются, не переметнуют, не переходят на сторону врага и так далее. Для меня это самое важное. Как говорится, любой грех можно простить, кроме предательства. Любое преступление, любой грех можно простить, кроме предательства. И у нас, у чеченцев, ценится не столько мужество, хоть нас представляют мужественными, там, такими и сякими, что тоже, конечно же, имеет под собой основу, но большая часть, вот большее, чего у нас ценится, это ценится верность, надежность. Именно за это нас уважали и наши друзья, и наши враги. За верность и надежность. Поэтому я пришел к выводу, что наш президиум это единственная легитимная власть. И долгое время не говорил об этом, чтобы не подвергать угрозе, пока эти люди сами не будут уже действовать вот в том плане, как сейчас они действуют. Ну вот, могу сказать, что в чем-то я разобрался, наверное, уверен, не во всем я разобрался, но в том, что я разобрался, я буду просвещать свой народ, свой многострадальный чеченский народ, буду говорить все, что я знаю, прямо, честно, все, что можно говорить, прямо, честно и открыто. А те, кто не прав, или говорит, что те, кто говорит, что я не прав, или я лгу, я призываю всех вас, уже который раз, уже, наверное, 100-й раз, призываю вас приехать сюда и пройти со мной экспертизу, психофизиологическую экспертизу на полиграфе. Если вы честны и искренни в своих побуждениях, давайте проверим просто элементарно, берете вы у русских деньги или нет. Предавали вы интересы чеченского народа и государства или нет? Сотрудничали вы в угоду русских во вред интересов чеченского народа и государства или нет? И те же самые вопросы я готов в прямом эфире с любым из этих людей, кто меня обвиняет там, в работе на Россию, в работе там, на
на деньги, как это, например, делают многие вот эти товарищи. Потому что идеи заработать на ФСБ нет ни у кого, никакой идеи, только бабки их интересуют. ФСБ это такая террористическая коммерческая организация. И я готов открыт к любому из вас говорить с вами через детектор лжи. Но больше я без записи разговаривать без записи с этими людьми не буду, потому что это лжецы просто 99-й пробы просто. Это самые супер лжецы. Оскар, там какие-нибудь там актеры, оскароносцы, просто дети малые перед этими людьми. У них не 2-3 лица, 10 лиц у этих людей, понимаете? Это невероятно. Я не знал чеченцев до конца, пока не узнал вот эту сторону, политическую сторону чеченцев, которые, ну, как политики всегда говорили, грязная вещь. Так вот, формулу, которую я для себя вывел, что, как будучи адвокатом, мне приходилось и правозащитником, приходилось общаться с криминалитетом. Любой чеченец, в принципе, в России рассматривается как криминальный человек. Еще адвокат, чеченец, это большая такая школа. И я могу сказать, и вывел формулу, что бандиты это святые люди по сравнению вот с этими политиками. Это святые люди, на мой взгляд. Так что вот такие вот дела. Друзья, я готов отвечать на ваши вопросы. Спасибо, Алан, спасибо. Спасибо большое. Так, друзья. Так, где эти наши комментарии? Куда они тут? Сколько настрочили, друзья. Так. Всех вновь приведших я приветствую. Всех зашедших я вновь приветствую, друзья. Прошу вас распространять ссылку на наш стрим в социальных сетях, WhatsApp, везде. Расшарьте, раскидайте, пожалуйста. Это очень важно. Очень, друзья. Так, Асан, много кто был на стороне Закаева, но ты много развернул в сторону Ичкерии. Не знаю, спасибо сказать это. Не знаю. Так, ассаламу алейкум, Нохчо. Ва алейкум ассалам. Шалом, горский еврей. Нохчо. Витаю тебя, дорогой. Занят буду слушать тут бехмобильца проблем, с горский еврей. Хадал это бойль. Ирсдолш буалхуйль, говорят у нас. ЦРУ через Call of Duty всегда делает намек. Имран Заха это Ахмед Закаев в мире Call of Duty. Ну, не знаю. Так, Асан, смотрел то интервью с Марией Максако, и мне понравилось. По моему мнению, крейсер тронулся, начало есть, и конец будет хороший. Асан, топи по той же волне, мы поддержим твое любое решение. Во имя Родины. Дере Сурбуря, да, мула. Асан, ты лично встречался с Ахмедом? Он предатель, конечно, но харизматичный, он, не буду лгать. Да, конечно, на митингах, на разных мероприятиях несколько раз мы виделись. Кстати, я тоже видел эфир Аслана с Максакой, причем ее канал первым выдал YouTube. Каким же надо быть без, чтобы предавать свой народ, в голове не укладывается. Тарас, это невозможно понять вот таким людям, как мы с тобой, мы все здесь присутствующие. Это невозможно просто никак понять. Это самая большая подлость, которая может быть на земле. Сектор Газа, бываешь у нас в канале. Так, это так. Действительно. Так, второй раз смотрю их канал, сам мне нравится, правда, какое бы видео
бы она не была супер. Так, за всем витания и ассаламу алейкум, салам, хорзам. Витаю тебя. Приветствую тебя, дорогая. Честный человек, видно, сразу не любит многие, но правда уходит наружу. Теперь Асан, потому что мир меняется. В худшую сторону все маски сброшены, так что Асан, не надо остановиться только вперед. Да, Мула, Адам, да, Мула. Hamza, tu alaikum salam, šajvega, kelču melve, nego alaikum salam, maš dovolj šo želi. Ой, Хамзат, Гилаев, щит мауку завать, яцао. Ну, у нас еще один есть Хамзат Гилаев, по-моему. Асан, я восхищаюсь, так это было. В России есть стереотип о чеченцах как о бандитах. Да, конечно, наверное, супер нормально, но странно, нас где-то 250 участников, а лайков аж 3000. Да, оба. Амин, 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 Асан. Я уважаю всех вас, дай Аллах вам много благ, Аллаху Акбар, мы с вами, санох чигам. Баркал, горский еврей, баркало. Так, давайте почитаем комментарии в ТикТок. Сейчас мы, друзья, чуть-чуть здесь нужна небольшая манипуляция. Вот. Теперь видим ваши комментарии, чтобы туда не тянуться. Так, ва алейкум ассалам, Машуах Шай. Ты себя считаешь мусульман или тебе близка идеология Абдусалям? Абдусалям. Абдусалям. Не сходил бы ты за русским кораблем? Я черкес, говорит, мох. Витаю тебя, черкесы. Вот моих этих модераторов нету, а здесь вот одна просто вот эта троллятина зашла, да. Буду банить, что с вами делать, да. Буду банить. Deri sama deri maşallah aslında saçın soğuk mekşdu. Ну, чего, комментарий еще. А вот так Хамзат Гилаев. Так. Ну чё, смертнички написали и сразу в банды. Абдусалям. Абдусалям. Ну кто назовет Абдусалям себя? Так. Кто скажет правда Блакутте? Так, Абдусалям тоже у нас уходит в небытие. Ну да ладно, пойдемте дальше. Дейлер Салмашо. Так, Асан, как думаешь, признает ли Израиль Ичкерию после деоккупации? Я очень надеюсь, что наш президиум, правительство признает Израиль. А так, конечно же, Израиль просто обязан признать Ичкерию. Почему нет? Если мы деоккупируемся, то мы будем устанавливать дипломатические отношения со всеми. А у нас жили евреи, как известно, да, у нас в республике. И эти люди имеют свои какие-то там корни, связи и так далее. И они захотят вернуться на свою родину, где они родились, выросли. И мы будем им только рады. Только рады. Очень надеюсь, что там немного будет коллаборантов с Кадыровым, с Россией коллаборантов. Очень на это надеюсь. Потому что да. Знаете, я подумал, когда
когда нас уничтожали под видом депортации в 1944 году, евреи себя проявили, ну, как говорят, на высшем уровне. И хотелось бы, чтобы и сейчас они также себя, чтобы они не ударили в грязь лицом. Внуки тех, кто тогда себя проявил достойно, чтобы и эти вели себя также на нашей, на чеченской стороне. Не на предательской стороне, не на российской стороне, а на нашей стороне. И ведь мы прекрасно знаем, где правда, а где ложь. Я с Украины, я больше понимаю Израиль, чем Палестину. Отлично, Вячеслав. Значит, ты начал немножко разбираться. Ва алейкум ассалам, война, Машуоль. Добрый вечер, Жуиш. Витаю тебя. Что у нас, зависло, что ли? Так, интересно, Ичкерия, так. Здравствуйте, Дога, здравствуйте. Иди суп свари. Это ты мне, что ли? Я не умею, Дога. Не умею. Я в политике не первый год. Ну, извините, Вячеслав, не знал. Не узнал, не признал, извините. Так. Тролли и орки это одного семейства. Да, он все может. Ну, не все, БМ, не все, да. Так. Я как-то до тебя спрашивал насчет встречи Джохара и Байдена в 90-х годах. Спросить у Аяда, может Муса знает. Кстати, я забыл, свобода и смерть, я забыл его об этом спросить. Дика мой, да, Цинкхач. Шамиль Халюа, так, не мне, стрим только у меня виснет. Виснет, да, Горзу? У меня вроде бы нормально все показывает. Что делать, если не хочешь от меня? Что, Дога? Суп твой я не хочу от тебя. Ну, почему? Есть вкусный. Я в ресторане же питаемся. Я говорю на украинском, вы не поймете, поэтому пишу на русском. Хотите на английском? Не, Вячеслав, спасибо. Говорите на русском, все нормально. У нас стрим сегодня на русском языке. Так, перезапущу тогда. Попробуйте. Нет, не виснет. Šneks, asnām urāna tieši udērs, tieši šneks, audīs dīts. О, просто. Вот, друзья, делитесь ссылкой на наш стрим. Я вам так и так говорю, я пишу на русском. Все принято, бая, Шнекс. Шнекс, здесь очень много слухов распространяется обо мне. Просто невероятное количество слухов. Причем они уже укоренились. На одних слухах строятся новые слухи. И уже на этих построенных новых слухах строятся следующие новые слухи. Вот так уже. Там уже до истины копаться, только зайдя сюда, задав мне вопросы, спросив меня, вы можете узнать. Так, там столько говорится. Вот знаете, мне когда люди заходят и постоянно спрашивают, почему у тебя флаг сзади, почему ты поддерживаешь Израиль, почему ты это делаешь, что делаешь.
ну, когда одни и те же однотипные вопросы, о чем бы я ни говорил, об атомной войне я говорил, или о президиуме правительства, или там о правах там ущемленных людей я говорил бы, когда они задают эти вопросы, и они такие однотипные, ты сразу понимаешь, что ну, люди выполняют какую-то определенную или же работу, или же они просто им программу заложили, они забежали сюда, напечатали мне и спрашивают, почему ты поддерживаешь Израиль, почему у тебя американский флаг, почему это. Я поддерживаю справедливость, я поддерживаю права человека. А вот тем людям, которые сюда заходят и мешают вот этот флаг сзади, я хочу сказать, если вы такие большие патриоты, почему я вас не вижу в этом информационном пространстве? С ичкерийским флагом, там, с атрибутикой ичкерийской, там, со всеми этими делами. Вы напоминаете, знаете кого? Если вы не тролли, конечно. Человека, который сидит в окопе, воюет. А вы заходите и говорите, ты не туда стреляешь, ты вон туда стреляй. Или у тебя пуговица верхняя не застегнута там. Или фуражка у тебя на бикрень. Там. Вот у кого вы меня напоминаете. Понимаете? Юнус зашел и обзывает нас чушкой. Юнус, ну ты же сам чушка. Ну ладно, тогда отправим тебя в банду. Ты патриот своей страны. Можно так сказать. Асан, какие самые свежие... Что ты имеешь в виду, албанец? Так. Больше лучше суп в мире, да. Скажи, если бы его задержали со столом или бы он пару полицейских убил, что для Ичкерии было бы круто? Это для Ичкерии было бы круто? Шамиль, это мне вопрос? Не знаю, мне кажется, война в Украине закончится, когда выборы будут в 2024 году в России. Тарас, я очень надеюсь, что в следующем году война закончится. Я очень на это рассчитываю. Асан, такое пишут люди, не имеющие своего мнения. К большому сожалению, да, ладно. Слово чурка по отношению к русским монголо-татары использовали. Я говорю о том, что он вел прямой сын в своем путешествии по Европе, который его принял, как бы ехал из Новой Германии на разборку со своим земляком. Я понял, что он ехал к Аслану. Не ехал он ко мне на разборку. Это все спектакль был, который он разыграл. Он мне не сказал мой телефон, я абсолютно доступен. После того, как он оттуда уехал из Берлина, он приезжал в Берлин, ну я что, поеду с ним разбираться? За что? Я вообще не знал, за что с ним разбираться. Он просто сел и ересь какую-то начал там нести, что он там, ему не нравится, Господи, благослови Америку, а он за тех, кто Аллаху Акбар там говорит, а не за тех, кто говорит, Господи, благослови Америку. Так я тоже говорю Аллаху Акбар. И говорю, Господи, благослови Америку. Я говорю еще, Аллах, благослови Америку. Понимаете? И вот он уехал туда, вернулся, и после этого начал говорить, что я не приехал на встречу. Мы даже не знали. Ни я, ни мои товарищи, мы не знали просто, что он туда приехал. Мне прислали и сказали, смотри, что он говорит. Тот, кто носит штаны, там, это, такой бред вообще человек. Неадекватный абсолютно человек. Я не знаю, зачем он это говорил. Его кто-то, знаете, раз за разом появляются некоторые деятели. Вот сын Кавказа такой, есть такой, Магомед Цуцуев, которого мне вот тоже от Закаевщины, но это все из российских спецслужб все это идет. Вот по одному человеку мне подкидывают. Вот, и они начинают меня дискредитировать, оскорблять, там, вызывать на разборки, отвлекать меня от моей деятельности. И вот одновременно с этими товарищами вот появился Анзорчик. Я не знаю, зачем он вылез. То, что он работает на Россию, я сомневаюсь в этом. Но именно вот в русле, в парадигме вот этих наездов на меня, он как раз сыграл свою роль определенную. Правда, потом в Украине почему-то он стал демократом, хотя он
Мне он говорил совсем про меня, когда общался, говорил другое. Поэтому этот человек для меня умер. Не существует этого человека для меня. Если бы он не был бы сыном президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова, он бы еще более нелестные слова в свой адрес услышал бы. Но у нас, у чеченцев, принято даже из уважения к отцу, там, к брату, к дяде, проявлять уважение даже тем, кто недостоин этого уважения. И поэтому я оставил этого человека и больше его не обсуждаю. Вот часто и вновь, что мне о нем говоришь. И все. Не ехал он ко мне на разборке. Если он доехал до Берлина со мной на разборке, можно было доехать до Гамбурга. И я не знал, я вам клянусь, ни мои товарищи, никто не знал, что он туда едет, там он что-то разбираться едет и так далее, и так далее. Абсолютно неинтересно, о чем с ним разбирать, что разбирать с этим человеком. Не говори, Господи, благослови Америку, так я буду говорить это, когда я захочу. У меня к нему вопросов никаких не было. Да? А вот у него какие-то свою вот эту неприязнь он как-то не смог скрыть. Ну, по заданию. Я думаю, что его кто-то подбил под это. Давай, давай, там, скажи, там, туда-сюда. Вот и все. Так, пойдемте дальше. Тебя пробивают и тормозят и записывают. Записывают меня YouTube и моя камера. В прямом эфире, под запись, все я говорю. Поэтому тормозят, ну, может, пробивают тоже, наверное, да, тормозят. Ну, тормоза у них сломаются. Асан, смени жанр деятельности, что-нибудь юмористическое толкай. Да, вот. Нам не хватает такого клоуна, как ты. Как только ты объявишься, давай сменим или расширим, скажем так. Я продолжу заниматься политической деятельностью, а вот ты можешь заниматься юмористической. И это не так опасно, кстати говоря. Тебя никто не будет преследовать. Так, еще один претендент. Да уничтожит тебя. Угу. Окей, да. Салам алейкум, алейкум ассалам, Ичкерия. Славься, Америка, скажи, славься, Америка. Сказал уже. Говорят, вы поддерживаете Израиль. Я поддерживаю всех, кто на правильной стороне, кто не убивает женщин и детей. Будет Израиль убивать женщин и детей, я буду говорить об этом. Убивают террористы Хамас, я буду говорить о них. Какие вопросы? А вы где живете сейчас? Сейчас я живу в Германии, в городе Гамбурге. После выборов Мартина Рашки будет хаос. Ну, какой-то. Такое реально было. Конечно, было, Алан. Вы можете у меня там посмотреть. Конечно, было. Абсолютно безосновательно человек на меня начал. Знаете, это было в потоке всего этого, когда там выдали Магомеда Гадаева. Есть такой деятель Муса Темишев. Темишев, да, его, по-моему, фамилия. Который сказал, ну зачем ты сдал Магомеда Гадаева? А я сказал, что Магомед Гадаев принимал участие в сопротивлении России, воевал, то есть. Он мне говорил об этом. Я в контексте того, что его пытали, как он рассказывал, как его пытали, я рассказывал, как Магомед Гадаев рассказал. И потом я сказал в своем эфире, что мне не важно, воевал он или нет, мне важно, какие преступления совершала Россия против пленных, там, пытки. Вот это, что меня интересовало. И когда его выдали, сказали, что я, вот когда его выдали, я на него там жалобы написал, что-то там я посодействовал, чтобы его выдали, и вот в этот момент он якобы, я его сдал России, что он воевал. Этот человек отсидел за участие в вооруженных вот этих так называемых незаконных вооруженных формированиях,
когда уже здесь, во Франции сидел, в Европе, сидел во Франции, в тюрьме, в депортационную его должны были выдать, он дал интервью журналисту, где рассказал, что он воевал, что он такой, сякой. Все это было. Но так как на Магомеда Гадаева написали заявление лица, которых я знаю, и которые будут нести ответственность, когда это необходимо будет, все я сообщу кому надо. Вот эти люди отвести внимание от себя, выдачу, абсолютно незаконную выдачу Магомеда Гадаева на пытки, жестокие пытки в Россию, они все объединились, и вот тогда появился, вот в это же время, вот с интервалом, эти люди появлялись, и вот Анзор Масхадов, да, мне стыдно его даже Масхадовым называть, потому что он ничего не делал для борьбы чеченского народа. Вот этот человек одновременно с этим начал на меня обливать грязь. А у него было доверие, как у сына президента в среди чеченского общества. И вот таким вот образом он, воспользовавшись своим положением, что его доверяют, хотя не заслуживает абсолютно никакого доверия, он начал обвинять меня в том, что я там античеченскую деятельность веду. Я все детали не помню, если честно. Ну, то, что я там, что он не приветствует там, Господи, благослови Америку, что он приветствует только Аллаху Акбар, там он за шариат, там туда-сюда. За очередной, наверное, бутылкой вспомнил, что нужно придерживаться шариата. Да. И вот это в контексте все происходило. Так особо никаких выпадов не было. Ну, я даже не обратил особого внимания. Я высказался и забыл. А потом выяснилось, что, оказывается, он приезжал в Берлин, почему-то не до Гамбурга, а до Берлина только добрался. И уехал. И сказал, что я штаны должен не носить. Мужчина имя не называет. Говорит, я приехал, он не пришел, а тот, кто обещает, тот... А я не знал. Не знал. Если даже мои доктора, я же говорю, товарищи не знали. С удовольствием поехали бы. С удовольствием. И спросили бы, что ты от нас хочешь. Не бить его, а просто спросить, что ты от нас хочешь, да? Что тебе от нас нужно, что мы тебе сделали. Ну вот он себя в этот ряд, Тумсо, вот с Тумсо, вот с этим российским агентом, хотя я об этом много раз говорил, сидел, заигрывал. И так получалось, что я лгу, что я оговариваю там человека, а вот эти люди, такие все защитники, а я тут московский адвокат приехавший, их тут я им тут все им порчу, разобщаю их там. Ну вот в этом формате, это долгое время продолжалось, они вот атаковали меня. Откуда ни возьмись, вот, им, вот этим персонажем, я был очень удивлен. Я не ожидал выпадов его в свою сторону, потому что я был уверен, что он на российские спецслужбы не работает. Но, видимо, я же могу ошибаться, правильно? Или же там человек просто умственно не очень развит и позволяет собой манипулировать. Это тоже не исключено. Поэтому вот такие вот дела, да. Поэтому не видел я его, не видел, не слышал. Он был вооружен, а если бы его остановили полиция, Гибня, увидев стрим, как я вообще сообщил в полицию, что бы было. Зачем вооруженным ехать? Я его что, убил? Я его там угрожал ему? Я не верю, Шамиль, что вы пишете на самом деле. Ну, может, было раз там, наверное. Потом же он начал говорить, что вот там мне надо было там приехать в Берлин там и так далее, и так далее. Но доехал до Берлина, доехал бы до Гамбурга, какая разница. Ну, или позвонил бы мне, мой доступ есть. Приезжай, я хочу тебя застрелить. Тумсо Абдураман, российский агент, так он против власти Чечни все время говорит. Вы правильно заметили, он все время говорит против власти Чечне, в Чеченской республике, временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Это, знаете, если бы сейчас есть такой Пушилин, да, известный персонаж, если бы какой-нибудь украинец днем и ночью обсуждал бы Пушилина, его детей, его там подруг, там, его там, это, третье, десятое. И не говорил бы ни про Путина, ни про Патрушева, ни про остальных. Как вы на это смотрели бы? Друзья, смотрите именно так на это. Ахмед Закаев, Тумсо Абдурахманов, Ислам Белакиев, Абу Заид, какой-то Заид там сейчас новый появился, Хасан Халитов,
кого тут я еще назову, и все остальные вот эти персонажи, эти люди являются антикадыровской, внутрироссийской оппозицией за рубежом. Понимаете? Их задача сместить Кадырова и возглавить Чеченскую республику. Только лишь после нескольких лет или годов, может быть, год-два я призывал, если вы говорите все время про Кадырова, хотя бы иногда говорите про Россию, про ФСБ. Только лишь через определенное время, когда уже их подписчики начали им задавать вопросы, они начали говорить уже иногда, говорить про Россию. Хотя весь контекст, если вы посмотрите, Кадыров, 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 его семья, его дети, слава богу, теперь много темы у Абдурахманова появилось, много детей у Кадырова. Теперь он будет каждого ребенка, кто станет совершеннолетним, он начнет его обсасывать, там, его эти темы обсуждать. Поэтому, конечно, Тумзо Абдурахманов это агент российских спецслужб, который занимался прослушками, телефонными прослушками наших бойцов, переводил, работал в ГУП, федеральном в государственном унитарном предприятии «Электросвязь», куда не допускаются простые смертные чеченцы, тем более во время активной фазы геноцида. Это проверенный кадр, потомственный стукач, предатель чеченского народа. Я не знаю, чеченец он или нет, но если чеченец, то предатель чеченского народа. И, конечно, это всем известные факты. По крайней мере, всех, кто в теме, они все знают, кто такой он и все вот эти деятели. Так, давайте дальше. Он тоже шариатчик или за правовое демократическое государство? Если ты, демократ, говоришь про Масхадова, Анзорчика, то этот человек всегда позиционировался как строителем шариатского государства, там, халифата и так далее. И только когда оказался в Украине, он почему-то, я был удивлен, что он сказал, мы демократы, и этот Джамбулат Сулейманов, и этот, они вдвоем сидели, Джамбулат не возразил, не сказал, нет, ты что, мы не будем никакими демократами, мы не будем разрешать женщинам голосовать, как он настаивает, что женщинам право голоса не нужно. Ну, обычное вот это свое средневековье, которое они нам пытаются представить в виде ислама. Это абсолютно не так. Ислам это очень передовая, демократичная, цивилизованная, человечная, гуманистическая религия. Настоящий ислам, а не тот, который нам пытаются вот преподнести, там, водить права, получать водительское удостоверение женщине нельзя, голосовать нельзя женщине. Когда воевали, женщины наши выносили бойцов, сами принимали участие, тогда женщинам можно было. А когда голосовать, значит, женщинам нельзя. Интересно. Ну, наверное, это их женщин касается, их жен, там, сестер, матерей. Чеченские женщины имеют те же права, которые они имели 1000 лет. Равные права. Так. Ночью есть ночью, были ночью, будут, а мы, горские евреи, всегда с вами будем. И есть кто бы, что бы ни говорил. Аллаху Акбар. Спасибо. Спасибо, Горский. Белаки вообще занят расследованием в своей группе. Пил ли Чимаев алкоголь или не пил. Потом объясняет, что пил. Безалкогольное детское шампанское. Какое убожество. Конечно. Конечно. Но это все, это они не стоят нашего внимания. Мы их уже давно определили. Мы знаем, что это за деятели. И я надеюсь, что местные власти здесь будут принимать правильные шаги. Теперь открыл глаза про Анзора. Я думал, он адекватный человек. Я тоже много чего думал. Тумсо со всеми на своем обсуждает семью Кадырова. Да.
Так, дальше, где здесь? Может, подтолкнул, может, Тумсо подтолкнул, типа, против мусульман Аслан говорит что-то в этом духе. Может быть, он подтолкнул, может, другие деятели подтолкнули. Не знаю я, кто его подталкивал, но кто такой Тумсо, я говорил публично не один десяток раз. Я об этом твердил, рассказывал, разоблачал, приводил факты. Но почему-то людей это не останавливало. Но вот эта слава, которая, мнимая слава, да, которую Тумсо создала спецслужбы России, что у него там 300-400 тысяч подписчиков, все накрученные, кстати говоря. Это казалось, что вот эти люди, что вот эта звезда такая восходящая, это там будущий президент, там еще кто он там, Амир там или халиф, кто он там. И, ну, повелся на это, я думаю, что, хотя ты ему объясняешь, это прорусские товарищи, ты что делаешь? Ему, всем, да, без разницы. Ну да ладно, ладно, у кого есть внутри это отторжение, аллергия на вот этих деятелей, тот близко не подойдет. А вот у кого нету этой аллергии, тот найдет всегда отговорку. Отговорку найдет, что да, там, надо. Конечно, надо. Так, а почему бы Господу не благословить Америку? Это же великая страна. Абсолютно с тобой согласен, демократ. Им, Господи, благослови Америку, не нравится. Но русские говорят, Боже, царя храни. Вот тут, когда реально подхалимство, тут им все нравится. Да, самое интересное, знаешь, к тому не нравится, Господи, благослови Америку, почему-то абсолютно не смущает там Ахмад Силас. Вот это их не смущает. А вот, Господи, благослови Америку, их смущает. Ну вот, я делаю выводы о таких людях, да. Пожалуйста, Алан, всегда пожалуйста. Вы не первый, кому я их открыл. Салам алейкум, Асан. Поздравляю с твоим первым совместным стримом с Максако. Ва алейкум ассалам. Спасибо, справедливый человек. Асан, на тебя грязь льют и в жизни, и в ТикТоке. Наверное, ты очень честный человек, говорящий правду. Это много кому не нравится. Да, грязь льется, конечно же. Но у меня, знаешь, в моей жизни я был не самым хорошим мусульманином. И много у меня грешков есть. И они у меня забирают, как это считается, если на тебя наговаривают, то он забирает твои грехи. И я боюсь превратиться в святого уже. Скоро у меня уже, знаете, у меня спина чешется. Наверное, это уже крылья ангела у меня вырастают. А так что я очень честный, ну, я никогда не любил лгать, конечно, но я не могу сказать, что я никогда не лгал. Это было бы нечестно вам это сказать. Но в этом деле, в чем я вот сейчас говорю, делаю, в этом я могу ответственно заявить, что касается чеченского народа, я никогда не лгал, вот как я сел перед и говорил правду. Какая бы она ни была суровой, говорил и буду говорить. Да, Алмула. Я пришел тебя мимо подминул, подвела. Да, Самбек. Так, он был уже копьем, да. Сатериши оуша кет асан. Такие потратят друг друга, я не помню, когда я видел. Идеальная пара. Да, Теру и Бадамзе. Значит, не ошибся, подумал, что он к тебе приехал, но то, что к Берлинским воротам удивился. Да, ну я не видел этого всего. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Руслан. Так. У Халитова родной брат кадыровец. О чем еще можно говорить? Я видел видео, как он докапывается до людей в Москве из-за того, что те люди недостаточно прорусские. Не только у Халитова брат поехал, да, воевать в Украину против украинцев. Также у Ахмеда Закаева человек поехал, там находится. Сейчас, если это говорить, скажут, ну, сейчас и твоего отправят там туда-сюда. Моего там нет. В России во время оккупирования Чеченской республики, моих там нет уже. Поэтому эти вещи нужно обращать внимание. Да, ехать туда и воевать. И это никого, племянник, по-моему, Ахмеда Закаева там находится на стороне
террористов, оккупантов. И это никого не смущает. Джамбетов Хусейн, который майору дал, если Закаев ему дал майора, как минимум это очень большие заслуги перед Закаевым это было. Потому что Закаев очень осторожно. Меня они не подпускали. Я не знал почему, но мне не нужно было их подпуск, мне их какую-то должность они мне предлагали. Я от нее отказывался, там юридический какой-то отдел там будешь заниматься, 3-й, 10-й. Потом оказалась какая-то афера опять очередная, ложь, просто грязь, самая настоящая грязь там везде. Вот куда вы сунетесь, вы там найдете грязь. Там есть чистые наивные люди, которые, ну уже, наверное, не осталось, но кто-то там еще есть, я думаю. Потому что чеченцы мы такие, если верим, то мы до смерти верим. Пока тебе прямо не скажут, давай работай на русских дел. Вот такие вот вещи. Поэтому и Халитов, и все, они все заодно, они, понимаете, и Халитов, и Закаев, они все заодно делают. Да, они спорят за власть, это оппозиция, еще раз я говорю, это и Закаев, в том числе, это антикадыровская оппозиция, внутрироссийская антикадыровская оппозиция за рубежом. Никакое это не правительство Ичкерии. Даже просто элементарно возьмите люди, которые столько лет находятся в политике, в чеченском, вот в этом сообществе политическом, не знают, я не верю в это, не знают, какие должны быть звезды на гербе чеченском. Понимаете? Вот их паспорт, где-то был здесь. Вот я это много раз показывал, видите? Вот этот паспорт, сувенир, здесь в конце написано, не для путешествий. Вот здесь написано, смотрите. Видите? Не для путешествия. Not valid for travel. И герб фальшивый, не настоящий. Понимаете? Внизу эти звезды, они должны быть пятиконечные. Это могу я ошибиться, не знать этого, допустим, как рядовой гражданин. Это может наш солдат, воин ошибиться. Но политик с 20-30-летним стажем не может не знать, что звезды у нас пятиконечные. Вот ту Ичкерию, которую Ахмед Закаев сейчас нам хочет представить миру, даже герб, даже флаг. Понимаете, у флага, например, вот эти расстояния у нас зеленые, белые, красные, белый, вот как здесь у нас белый, красный, белый, и вот здесь белый, зеленый. Они все по 10 сантиметров, одинаковой величины должны быть. Они, а дальше уже зеленые. Вот это тоже отличается, вот это, особенно нижняя часть, вот это отличается, обрезанный делается. Вот эти вещи не может не знать политик такого масштаба, ну, первое лицо фактически, который себя возомнил. Поэтому это все симулятор, это все обман, фейк, понимаете, это не настоящее. Да. Музей Игиловский поощряет сожжение зиертов в Чечении, Мабюх, Сегук и проблем Йочсан. Да, вот новый появился деятель, после того, как Тумсу Абдурахманов был нами разоблачен, у него пошло на спад, он начал сейчас, видимо, другой деятельностью занимается, там, видимо, подготавливает бойцов для участия там, в каких-нибудь провокациях здесь в Европе, отправляет там людей в Палестину. И вот этот деятель, который, Абу Зейд, который сейчас появился, точно такой же деятель, абсолютно уже, нисколько я не сомневаюсь в этом деятеле. Они сейчас готовят людей постоянно, они прямо не говорят о том, что нужно ехать в Израиль, но говорит, как переходить там воду, как там собираться, что нужно с собой брать на войну. И сообщают, что если нужно, связывайтесь, мы вам поможем, там, отправим там, и так далее, и так далее. Фактически занимаются вербовкой и провокацией. Я очень надеюсь, что чеченцы не будут поддаваться, но из-за того, что вот нас всячески пытаются задвинуть
темный угол, чтобы нас не слышно было, чтобы нас не видно было. Они вот ведут свою деятельность среди нашей молодежи. Аслан, 204-й, 14-й батальон ЗСУ ОПФОР, вітаю тебя. Конрад Кайлович, витаю 214-й бат ЗСУ. Спасибо, парни. Я с вами, душой и сердцем. Полностью с вами. Вы самые крутые. Да, я твой мат читать не буду, но я с тобой согласен. Добрый вечер, Амзес, добрый. Конрад, я с тобой согласен. Вы понимаете гостей? Вы понимаете? Конечно, понимаю. Я вообще всех понимаю. У всех халифатчиков Пахан Патрушев и Путин. Да? Баркалович, Лерч, Ден, Хан, Юхи, Хуат, Визхац. Лучше знать, чем ничего не знать, Баркал. В Ичкерии большинство одна нация, что у нас столько наций, как в Дагестане. Да. После Джамбето достаточно много украинцев не доверяют ичкерийцам. Жаль, что из этого одного страдать приходится всем. Конечно же, Руслан, таких Джамбетовых в украинском обществе тоже полно. И в русском украинском обществе. И среди вот этих россиян, которые там есть, тоже найдутся. Но вот этот случай, конечно же, он был очень распиарен, и к нам, как мы знаем, у средств массовой информации особое внимание к нам. И когда Закаев туда поехал, мой близкий друг мне сказал, вот ты увидишь, он рассорит там тех, кто там есть. Я клянусь вам, я всем, чем только можно клянусь. Вот дословно он мне сказал, вот ты увидишь, он туда приедет, и он всех там рассорит. И будет сам ни при чем, как выяснилось. И его близкая соратница Рубати Мицаева поехала домой. Никто к Закаеву претензий не предъявляет. Его майор поехал домой, рассказывал, как он убивал украинцев, какой он этот, сякой. Никаких проблем. Его двоюродный, его племянник, брата, сын, находится на той стороне, воюет. Да, ничего, никаких проблем. Я не понимаю, почему украинские спецслужбы, Украина это терпит. Я не знаю почему. Удар был нанесен, да, по репутации чеченцев, но я могу в защиту нашу сказать, что таких Джамбетовых в каждом найдется народе. А во-вторых, это целенаправленно сделанная провокация была. Целенаправленно это было сделано. Он туда изначально приехал, все они сделали специально, чтобы дискредитировать. И самый главный враг, вот кого я замечаю, это батальон имени шейха Мансура, который самый мешает, начиная от санкций, в которые его вносила власть Украины, от санкций, вот что с той стороны провокаций, которые делаются против батальона шейха Мансура. Самое главное, то, что так все мешают. Все чеченцы, кто искренне, честно воюет против фашистской России, все мешают. Ну вот, почему-то вот как кость в горле я замечаю, больше акцентирует внимание на батальон шейха Мансура. Соответственно, у меня акции шейха Мансура в моих глазах вырастают. Хотя я и так им доверял. Муслиму Чуберлоевскому и другим там ребятам, которых я знаю. Так, тем, кто у нас смотрит в ТикТок, друзья, у нас стрим идет в YouTube. В случае, если вы что-то не увидели, чтобы не досмотрели, пожалуйста, заходите в YouTube, здесь все под запись, и вы сможете увидеть здесь. Муслим Чемберлоевский. Не Чемберлоевский, а Чеберлоевский. Это у нас тейп такой есть, Чеберло. Чеберло, это тейп такой у нас. Он Чеберлоевский. Но Чемберлоевский смешнее.
Муслим Чемберлен, да? Буря из двух делов. Так, это не мне. Очень жаль, что он так недостойно себя ведет. Да. Барко, вежели там лечь день ханюпли. Вот есть. Так, НАТО предала Саакашвили, как вы думаете? Ну, я вот, Руслан отвечает, что это не НАТО предала, а грузины его держат, по-моему, в тюрьме, правильно? Он не в российской тюрьме, а в грузинской тюрьме находится. Поэтому ну, и НАТО, какое отношение НАТО к Саакашвили имеет? Саакашвили грузинский политический деятель, и что может сделать НАТО? Это военный блок. Если вы сказали, там, Запад предал, там, не помогают и так далее, я думаю, не предали его, не предали. А держат его, к большому сожалению, в Грузии, в тюрьме. Написал Светлане Герасимовой, она постоянно стримит в табах, а еще с Шурип, и объяснил им, что зайки прорусские нет, Юра его защищает и врет украинцам, что беда предложил им встретить тебя. Юра это Шулип, а не Гарри. Да, я знаю, он у меня был здесь, Шулипа, я брал интервью как раз, когда произошло санкции, когда были наложены на наших бойцов из батальона шейха Мансура, я как раз поднимал информационную такую шумиху, и тогда я пригласил этого Шулипа. И он мне говорит, ну вы же знаете, кем я был. И потом только я залез в интернет и посмотрел, кем же был Шулипа. А Шулипа, оказывается, был у нас ФСБшником, работал в администрации. И он является почетным консулом или каким-то представителем Закаева там. Борис Тамахин, которого я безмерно уважаю, ну, как бы доверяет этому Шулипе. Ну, конечно же, можно перейти на сторону и быть нормальным человеком с той стороны. Но я к таким людям отношусь настороженно. Да, воюет. Да, а что, Тумсо разве не воюет, Алан, за Россию? Он на информационном поле, он топит за Россию. Знаете, для чего вот это все было сделано? Да? Это очень важно нам всем знать. И вам, не чеченцам, нужно это знать. И нам, чеченцам, нужно сделать выводы. А вот эти религиозные блогеры, которые тут строители шариата, ну ничего не знают, ни арабского языка не знают, ни Коран не читали, ни там поверхностно так набираются и топят за шариат, за там халифат, там все такое. Вот эти люди готовились вот к сегодняшним событиям они готовились. Они хотели нас представить радикалами, и благодаря вот этому вот сейчас, когда вот начались вот эти про палестинские митинги, там разные вот эти движения начались, сейчас еще теракты, уже парочка уже у нас была здесь, недавних терактов, сейчас еще будут, и дай бог, чтобы не было, конечно же, но и большой вероятностью, вероятно, они все-таки будут сейчас. И сейчас многих сейчас депортируют, будут депортировать. И нас, чеченцев, нужно было всех отсюда депортировать. Потому что мы знаем Россию, мы знаем русских, имперских русских. И мы непримиримы в своей позиции с ними. Никогда. Вот как Джахар говорил, украинцы с русскими сойдут на непримиримых позициях. Вот на этих непримиримых позициях мы с Россией, имперской Россией. Я не русофоб, сразу же говорю, еще 100-й раз. Я очень хорошо отношусь и к русским, и не имеет значения к кому. Главное, чтобы он не был имперцем и фашистом. Я отношусь плохо к имперцам и фашистам. Большая часть этих людей это русские, к большому сожалению, или я не знаю к чему. Поэтому вот эти люди должны были, вот эти религиозные деятели, якобы, ну какие они деятели, балаболы обычные, которые только антураж религиозный у них. Тумсо Абдурахманов с замужней женщиной находился, когда к нему якобы ворвался человек и там молотком бил ему там до потери пульса по голове. Своей потери пульса. Короче говоря, они нас должны были вот такими вот представить.
И вот мы боремся с этой пропагандой, с этой ложью, и нам удалось чеченцев не втянуть в это все. Большому счастью. Чеченцы поумнели, ситуация так сложилась, и думаю, какой-то вклад мы тоже в это внесли. Добрый вечер, Рафаэль, добрый вечер. И на Иран, и на, могут быть, Америки. В чем Рамзес? Так. Потом они пойдут опять к нам в Чечню. Кто пойдет? Эль Маэстро. Так, Турпал, у тебя очень интересное имя. Очень интересное имя у тебя. Так, кто тут за Израиль? Тут мне тут. Подождите. Так. Так. Друзья. Так, этот же Джамбета ломанулся к родственникам Закаева и призывал повесить флаг с Кадыри, иначе будут проблемы. Совершенно верно, Садулла, абсолютно так. Дело в том, что и Закаев, и его семья, они являются антикадыровской оппозицией. Понимаете? Находясь в Чечне, быть антикадыровской оппозицией не очень безопасно, но если у вас поддерживают российские власти из других структур, ГРУ, ФСБ, там, из других отделов, то вы можете, в принципе, безопасно себя чувствовать. И речь была об этом. Если вы правильно поняли, Джамбетов говорил, что Закаеву не нужно претендовать на власть Кадырова. И Кадырова очень сильно ненавидит. И очень сильно опасается, что реально сейчас на него будет сделана ставка тут на Западе. И с россиянами они договорятся. Россияне предлагают Закаева, Кутаева, Янгулбаева, кстати, тоже забыл. Братья Янгулбаевы такие же. Вот эти люди, старые советская номенклатура, которые должны подвинуть Кадырова. Сказать: так, Кадыров, ты иди домой, до свидания. Они должны ему это сказать. И Западу нужно, чтобы справедливость для чеченцев восторжествовала. Что ни говори, какой бы Запад ни был плохой, как нам на его пытаются представить, все равно Запад тянется к справедливости и к правде. Понимаете? И Запад понимает, они там мудрые люди просто сидят, очень древние, уже сложившие свою цивилизацию народы здесь на Западе находятся. И вот эта древняя цивилизация, в которой мы сейчас живем, западная, англо-американская цивилизация или западная цивилизация, они понимают, что если не построить на правде, на истине и справедливости, то это недолговечно. Недолговечно. И они, и я приложил к этому руку, популяризируя Закаева, хотя он до меня стал называть себя премьер-министром, поэтому моя заслуга тоже, не буду ее преувеличивать. Они хотят здесь на Западе договориться о смене Кадырова. Кадыров это не проходной вариант. Кадыров это уже все. Там ловить ему нечего. На его месте просто лучше не рыпаться, смириться и молиться. Чем быстрее больше помолиться, тем меньше, может быть, будет спроса. Раскаяться, там, 3-10. И есть у них надежда, что Запад предаст нас, чеченцев, который поддерживал нашего Дудаева, нашего Масхадова, хотя Масхадов Аслан сделал все, чтобы его не поддерживал Запад, и так далее, и так далее. Вот наше чеченское, ичкерийское, демократическое государство заменить на симулятор с левыми гербами, с левым флагом, похожим, но не таким флагом, вот такие вещи сделать, сместить Кадырова. И фактически речь идет об этом, только лишь об этом. Но мы, чеченцы, мы согласны только если у нас будет
полная независимость от фашистской России, это даже не обсуждается. Статус Чеченской Республики Ичкерия навеки вечный определен, он не обсуждается. Мы не будем в составе России. Когда мы гибли, воевали, мы это делали в одиночку. Поэтому нам важно, чтобы нас услышали. И нас сейчас слышат уже. И услышат нас до конца. Но для этого мы сами, чеченцы, должны сформироваться. Дело в том, проблема в том, что мы, чеченцы, до конца не сформировались. Потому что, во-первых, мы многие находимся в подполье. Потому что реально, в отличие от Закаева и его окружения, нас уничтожают, наших родственников пытают, наши родственники не занимают никакие хорошие посты в Российской Федерации. Ну, наши, я имею в виду, мои тоже, потому что, я никогда не был никаким политическим деятелем. Но даже если бы сейчас был кто-то из меня на каких-то, его бы скинули бы 100%, уволили бы. Даже если это был бы их человек в доску. А вот закаевских не увольняют почему-то. И вот эти вещи мы, чеченцы, должны донести до Запада. Мы должны сформироваться как общество, чеченское общество, независимое, свободное. И моя задача объяснить чеченцам, рассказать им, смотрите, вот есть такой вариант, такой вариант, такой вариант. Да, это тонны помоев выливается, там, угрожают, там, 3-10, но важно, чтобы чеченцы услышали. Потому что чеченцы такой народ, их не нужно, их невозможно ими управлять. Если вот как сейчас Россия управляет, или как Закаев, а Закаевы, они что думают? Сейчас приедут, Кадыровым отрубят всем головы, потому что Кадыровы им тоже насолили. Вот этой старой советской КГБшной номенклатуре Кадыровы очень сильно насолили, очень жестоко. Пытали, убивали, отжимали бизнесы, все им делали-то одновременно с этим. И когда наши бойцы воевали, вот эта старая завгаевская еще, вот эта номенклатура подходила к нашим бойцам с предложениями, словами, что вы этого ликвидируете, мы вам денег дадим, там оружие дадим, 3-10. Таким образом использовать чеченский народ. А вот это наши бойцы, это и есть чеченский народ. Мы есть чеченский народ. А они, вот эта старая советская номенклатура, она не может победить Кадырова. Потому что Кадыровы, они и воевавшие, у них они укрепились и так далее. Они не смогли тогда, ни сейчас не смогут одолеть, захватить власть без помощи России. А Россия говорит, сделайте сами что-то, и мы тогда вас будем уважать, добейтесь чего-то. И вот сейчас вот этот костяк вооруженных сил формируется в Украине, которая воюет против России. Представьте, это уму непостижимо. Пророссийские силы формируются в России, в Украине, чтобы свергнуть там Кадырова. И они хотят вот вырезать их все, заодно вырезать и нас. Якобы, как кадыровцев, если будут вырезать, будут и нас, которые за свободу, за независимость. И Россия управляет нами только лишь через вот механизм подавления, механизм насилия, через силу. А чеченцы так не управляются. Это русские так управляются. Они идут на войну, служат, там что-то создают, что-то производят, находясь в этом состоянии. Для русских это нормальное состояние, когда твоя власть, она жестокая, когда она жесткая. Для чеченцев это ненормально. И вот сейчас, когда вот кажется, что ведь весь чеченский народ там покорен, там это 3-10, чеченцы просто затаились. Но они не душой и сердцем не поддержали эту фашистскую Россию. И этого Кадырова. Да, кто-то за деньги, кто-то, чтобы для безопасности своей семьи, вливаются в эти ряды. Кто-то в основном за бабки. Плюс пропаганда днем и ночью. И весь мир от нас отказался. Ну, все это вы знаете. Весь мир отказался. Чеченцы разочарованы во всем мире. И когда чеченцам говорят, не просто русский виноват, а все кафиры, чеченцы это воспринимаются очень даже легко. Потому что все от нас отвернулись. Правда, нужно не кафиров туда добавлять, а всех добавлять. Ну, всех как-то не добавляют. Это специально, видимо, делается. Потому что все, и мусульмане, и не мусульмане, и папуасы, и все от нас отказались. Понимаете? И это не устраивает чеченцев. Чеченцы так развиваться не могут. Мы индивидуалисты, максималисты и
и еще какие-то исты. И в этом смысле, чеченцу нужно, так как мы не можем подчиняться, мы не умеем подчиняться. Нам нужно дать, вот как и украинцам, вот в этом смысле я украинцев очень похожими вижу, что им нужно дать дорогу, вот твой путь, это твой путь, который максимально тебе выгоден, максимально для тебя, для твоей семьи и будущего поколения безопасен, и максимально поможет тебе реализоваться как человека, как какого-то там деятеля, там, военного, научного, любой сфере деятеля. Вот это нужно дать чеченцу. И он будет делать это так, как никто никогда не сможет его заставить это сделать. Это будет делаться в лучшем виде, искренне, от души. Конечно, я про большую часть говорю. Как говорится, разные люди есть везде. Но по большей части именно такой чеченский народ. А вот нам предлагают не демократию, а предлагают, что вот Кадырова мы сейчас уничтожаем под шумок. Заодно и нас всех, кто против фашистской России. И вот под этот шумок нам устанавливается новая диктатура. Нам противна, нам неприятна диктатура. Мы ее не приемлем ни в каких формах, хоть каким обманом. Но для того, чтобы свергнуть Кадырова, нужны опять же чеченские парни, которые поверят, что Ахмед Закаев ведет нас к какому-то светлому будущему и за Ичкерию. Понимаете? Вот в чем вопрос. Но дело в том, что мы не совсем перестали говорить об этом или замолчали. Нет, мы не замолчали, не замолчим никогда. И никогда не покоримся фашистской России. Никогда просто. Понимаете? И поэтому нужно смириться. Никакой чеченский народ не будет действовать в угоду новых российских там симулякров. Чеченский народ будет действовать только в угоду чеченского народа. Только ради себя и своего народа чеченец. За справедливость, за честность. Только так будет чеченец бороться, выступать. Искренне, по-настоящему. И нас пытаются обмануть. Вот что мне неприятно, что я вот вижу. И так это КГБ всегда делает. У нас разные были религиозные течения. Я часто привожу эти примеры. Там Кунт Хаджи, Киши Хаджи. Это такие люди были, которые очень политические, религиозные деятели. Раньше, там, 100-200 лет назад, 300 лет назад. Вот эти деятели выступали против оккупации, против борьбы мирным путем. Некоторые из них мирным путем выступали. Так вот, Россия их репрессировала, убивала, и их мюриды, так называемые, это его сторонники, это его соратники, их уничтожали, ссылали, расстреливали, что угодно с ними делали, и создавали на их месте симулякр. Это не изобретение КГБ, это давным-давно это все ведется. И вот благодаря вот этим Кунт, Хаджи, Киши, Хаджи, вот эти направления, чеченцам верхушка управляла. Потому что чеченцев только так, если он в это верит, только тогда чеченец послушает. А если он не верит, он сделает вид, что он верит. И потом сделает, как считает нужным. Вот и все. Вот такая вот у нас система Ниппель. Ашхимале. Так. Best Clips. Я смотрю, ты очень активен, да. Я тебя сделаю модератором. Так. Совершенно верно, Амзат. Каждый чеченец генерал.
Нам эта свобода нафиг не нужна была, сказал орденоносец Закаева Хачикаю, глядя на него и подчеркнуто добавил, указывая пальцем на него. Я это говорю его нутром, нутром гениального артиста, воина. Я помню эти слова, да, было такое. Куда снятся якутские алмазы, но якуты об этом не знают. И не дай бог, да, узнают, если постоянно выкидывают от того стрима. Не знаю, Вячеслав, что с вами. Может, у вас телефон проблема. Я тоже могу сам себя провозгласить президентом США. Так, куда же делся этот твой комментарий? Асан, к вам приехала Милашин на задание. Нельзя выдворить из Германии. Я, знаешь, по этому поводу сидел, смотрел, как они обсуждают чеченцев, и там нет чеченцев. Обсуждают чеченцев и нет чеченцев. И мне пришло в голову одно очень интересное сравнение. И сегодняшние русские специалисты по чеченскому вопросу и правозащитники, которые проживали комфортно в России в период активной фазы геноцида чеченского народа, напоминают мне сотрудников Института изучения еврейского вопроса, основанного во Франкфурте в 1941 году. Вот с чем я их сравнил. Я говорил много раз я говорил, где я оказывался. Почему вы спрашиваете людей о нас, которые нас убивали? Милашина это такой лайтс-вариант империи, которая легитимизирует вот эту путинскую КГБшную машину убийств, они их легитимизируют. Она говорит, что мы часть России там, и так далее, и так далее. Да весь сыр-бор из-за того, что мы не часть России. Докажите нам, дайте нам документ, что мы часть России. Дайте юридическое основание сказать. Хотя нам не нужно никакое основание, чтобы не быть в этой фашистской России. Они все равно говорят и продолжают вот твердить свое это, что мы часть России. Поэтому выгнать ее отсюда, выдворить нельзя. Но то, что они напоминают мне специалистов, сотрудников из Института изучения еврейского вопроса в 1941 году, да, это мне не напоминает. Я об этом буду везде писать и говорить. Но знаете, здесь на Западе уже долгое время нас, чеченцев, которые были против империи, против Кремля, нас считали экстремистами. Плюс еще, если у тебя есть борода, и ты говоришь иншаллах, то все отлично, это террорист, радикал, с которым не нужно разговаривать. Это раз. И вот таким вот образом западные, в том числе немецкие чиновники, разные представители власти, долгое время выделяли огромные гранты, деньги и сотрудничали вот с такими представителями. С Институтом изучения еврейского вопроса они сотрудничали. И вот я буду этот момент, да, это неприятно немцам это слышать, потому что когда напоминают про евреев, такие упреки, они неприятны. Но я вынужден это делать, потому что в конце концов мне это уже осточертело, надоело мне одно и то же им твердить. Когда ты им выдаешь правду, они шокированные, говорят, ну как, что это прям вот это так и есть? Да, так и есть. Извините, но это правда такая. Жаль, что вы засовывали голову в песок и не слышали все это, и не видели. Как-то так, да. Так, Best Clips, ты это особо только тех, кто очень сильно ругается, только их только бань, а не всех подряд, да. Ночью 95 Франция, а ты 95 ты за Россию что ли? Как ты можешь быть за Россию? Ты о чем? 95 как ты мог себе поставить, скажи мне?
95 тебе русский номер дали, тебя посадили в клетку, и твою клетку обозначили номером 95, а ты 95 ставишь. Вот это да. Какой ты чеченец, то? А какой ты чеченец, Тимур? Какой ты чеченец, да? Самый настоящий. Да, Алекс, совершенно верно. Я не за Россию. А почему у тебя 95 ночи стоит? Почему у тебя стоит ночи 95 Франция, а? Франция и волк у тебя изображен. Ты мне ответь. Ты задаешь вопрос, только лишь получая какую-то информацию от разных источников. И сам не знаешь, что, какой у тебя ник. Русские оккупировали нас, убили 300 тысяч человек и дали номер 95. Ты его, как абсолютно не думая, берешь и ставишь сюда и везде распространяешь. Тебя, как кадыровца, пророссийского чечена, по-другому воспринимать нельзя. За Израиль просто написал я 90, это ничего не значит для меня. Для тебя не значит. Но это говорит о том, что ты неграмотен в этой ситуации. И ты сейчас заходишь, спрашиваешь, за Израиль ли я. Я за справедливость, я миллион раз говорил. На территорию Израиля зашли путинские дружки и убили сейчас выяснилось 1200, более 1200 человек убили. 200 человек взяли, женщин, детей и стариков убили. Никогда чеченцы, никогда, даже во время геноцида, активной фазы геноцида, чеченцы не убивали русских женщин, детей и стариков. Никогда. И сейчас нам предлагают стать на сторону Хамас и признать, что эти 1200 убитых женщин, детей, что мы за то, чтобы их убивали. Я категорически против этого. Понимаешь? Вот о чем речь. Вы вообще не понимаете, ты 95 не поставил бы. Ты 95, если ты понимал бы всю эту ситуацию. Асуна витарян цабогон, он халхити цабогон, он васия цабогон. Обокала ценкан товала бос. Он дальше куда разные тролль щохчу. Сунде халмахита сайн бочина. Но со нохчцу. И со за справедливость, со нисуанцу. Видите? А сун проблемят, жюкти и вала, американец и вала, кивек вала, воинцуна не апостол хульштуй, сун со нисуанцхиру. 1200 беждеча, вей так да лац бо, ти лаци, вей дуэл бо, вей кузер эркис, вей недолюди, недочеловеки, Хамас санел, ублюдк шхельбо, вей, Хамас ублюдк шу, Путину лилеш. Видите? И душа дега. А дойштол, хитс, дойштол, Израилю, дойштол, зудрибеш. Конечно, я против того, чтобы не разбирались, наносили массированные удары. Конечно, для меня нет разницы, это чеченский ребенок, палестинский ребенок или еврейский ребенок. Это ребенок. Понимаешь? Вот для меня разница. А нам пытаются сказать, что мы путинских вот этих миньонов, путинских арабских кадыровцев в лице Хамас, которые убили 1200 детей. Вот именно кадыровцы и убили бы 1200 детей. Они бы на это способны. Они убивали наших женщин, детей. А мы никогда не убивали их женщин, детей. Понимаете? Настоящие чеченцы. Вот, что, вот какая здесь ситуация. Здесь не так. Нет, Русанчик, сейчас последняя информация, 1200 было. 1200 сейчас сказали, я в новостях слушал. Вот так вот. Саваш, 95 дадак. Со нохчцу. Видите, со нохчцу. Со кицанница уац. Шадега нохчен. Гулядек, сейн гулядек, ду ослюштек. Доброй ночи, спасибо. Добрый Геша. Сейчас главное нас на тейпы не разделили, в этом работе, я думаю, и по племени уничтожить, если это пройдет. Не пройдет, да, Алмула. Спасибо за поддержку Израиля. Thank you for support Израиль. Пожалуйста, но я это делаю не для Израиля, а для справедливости я это делаю. И не надо нас пытаться запачкать, взяв на себя ответственность за убийство женщин, детей, дружками Путина. Просто их не тоже дружками, это их миньоны, это их ЧВК Хамас, российско-иранская. Ва алейкум салам.
Как-то так, друзья, как-то так. Так, мы уже почти 2 часа в эфире. Давайте еще немножечко. Асан, как ты думаешь, почему Грузия продалась Путину? Я не знаю, почему она продалась. Не знаю, продалась ли она вообще. Асан, совершенно верно. Из-за таких тут депортируют мечары. Депортируют чеченцев, если они такие сильно топят за ислам, им надо ехать и жить в Арабские Эмираты. Арабские Эмираты их близко не подпустят, а вот в Афганистан самое то. Там как раз шариат, можно в Афганистане пожить. Россия хочет показать кавказцев как врагов Западной Европы, хотя Западная Европа никогда не воевала с Кавказом по истории. Да, конечно, все русские хотят переместить. Русские, я имею в виду, всегда. Запомните, я имею в виду русских имперцев, фашистов. К нормальным русским это не имеет никакого отношения. Вот эти русские имперцы хотят, вот, чтобы мы против всех воевали. Вот только чтобы против них не воевали, чтобы мы против них не были. Nöch as hon jawab diler haqiyata haynxildatsa 95 tadaqan sudir. Рекомендую твой канал везде. Спасибо, Алекс, спасибо. Распространяйте ссылку на наш стрим. Модератор вас закрепил. Отлично, можно тогда делать, закреплять. Молодец. Продолжай в том же духе идем. Так, нам это вот так, это уже было, это было. Асан, совершенно верно. Хамас сами первые напали на Израиль, убивали их нигде и сразу пошли спрятались, как крысы в подвале, мирные страдают, бедные. Совершенно верно. Абсолютно. Смотрите, как пример, чтобы много здесь пытаются нам рассказать, что это какая-то вылазка диверсионная была и так далее. Когда Шамиль Басаев и его товарищи, его люди, точнее, он сам не был, вот Беслан, да, самый известный случай, который я абсолютно не одобряю и никак не считаю, что это как-то нам могло помочь. Я считаю, это была ошибкой. Но в это время, когда произошел Беслан, шло массовое уничтожение чеченских женщин, детей и стариков. И единственное требование у этих людей было прекратить убийство чеченских женщин, детей и сесть за стол переговоров. Ни одну женщину, ни одного ребенка те люди, которые зашли в Беслан, не убили. Школу в Беслане. Это чтобы понимание было. Все сделала Россия. Об этом говорит сами матери, вот это матери Беслана организации и Европейский суд по правам человека. В Палестине, или в секторе Газа, евреи выделяли огромное количество денег. Никаких палестинских женщин, детей никто не убивал. Все было абсолютно спокойно. На день рождения Путину, для того, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине, внимание мировой общественности, Америки в первую очередь, была совершена на день рождения вот эта страшная провокация. Акт геноцида. Просто всех подряд, женщин, детей, стариков уничтожали. И как чеченцы, когда заходили куда-то, они принимали бой и сражались. В Беслане они погибли почти все. Кто-то смог вырваться. В основном все погибли. В Буденновске было точно так же. Точно так же было в Первомайском, в Дагестане, когда Радуев и Адгириев были. И всегда они принимали бой. Эти крысы, я их по-другому назвать не могу, путинские крысы, которые заскочили, совершили страшное жестокое преступление, когда их женщин и детей эти евреи финансировали, убежали туда, и теперь, да, там есть, наверное,
Люди, которые принимают бой, сражаются, гибнут и так далее, пребывая в этой своей пропаганде. Но по факту сейчас уже палестинцам, которые находятся, их уже бомбят, дом разрушили, семью убили. Ну что ему делать? Он возьмет оружие и будет воевать. А зло, нельзя злу противопоставлять еще большее зло. Все равно нужно договариваться. Сейчас быстренько Израиль зачистит всю территорию. И будет, сейчас мы слышим, мы со всего мира слышим, призывают соблюдать международное право и так далее, и так далее. Будем надеяться, будем призывать Израиль соблюдать международное право, вести разборчиво боевые действия. Ну и потом наступит мир, Израиль немножко станет больше, и на этом все закончится. И те, кто выживет в этой ситуации в Палестине, кто останется, они будут полноценными гражданами Израиля. И не будет никакого Хамас. Но это не значит, что не будет какой-то Хизбаллы, Мизбаллы, Ирана, третьего, десятых. Это все останется. И русские дальше будут продолжать их подбивать, там, финансировать и так далее. Поэтому победить марионетку это еще не победа. Это еще не победа. Да, на какое-то время Израиль себя обезопасит. Но это не победа. Победа будет после того, как Лубянка будет осуждена. Когда террористическая банда ФСБ, КГБ СССР будет осуждена, запрещена как террористическая организация всех времен и народов, будет запрещена навеки вечная. Понимаете? А Хамас это так, фигня, да. Так, друзья. Амин ночью, да, вот улюэл. Хичер, сенна цельнаш, хиз хунца боцер. Он хунца доца ол, интересно был. Абдул Халим, ты, наверное, не очень хорошо следишь, почему Кадырова не забирает твоих родственников, и почему не матерят тебя, как других. Абдул Халим, ты вообще, наверное, не очень следишь за этой ситуацией. В прошлом году у меня всех родственников забрали и заставили их там и снимать видео и так далее, и так далее. Они даже снимали видео, когда их не заставляли. Они доносили видео до того. Они их там террором устроили. Возбуждали дело, пытали и возбуждали уголовное дело против как минимум одного родственника. Поэтому одновременно, когда захватывали моих родственников, да, которых я не видел, я этих детей, которые они забрали, там пытали, там что-то угрожали им, я этих детей в детстве видел, когда они детьми были. Я не знаю этих людей, я, наверное, на улице увидел бы, не узнал бы, потому что я жил не дома, там иногда только приезжал и так далее. И эти люди абсолютно далеки от моей позиции. Их все равно забрали там и так далее, и так далее. Поэтому когда их забирали, моих там этих родственников, одновременно, зная, что я, конечно же, сразу буду привлекать к этой проблеме внимание, они якобы взяли родственников Тумсо Абдурахмана, других третьих, и сказали, вот мы их тоже там, что-то мы там делали. Янгулбаевы договорились уже до того, братья вот эти Янгулбаевы, что они знают, что взяли, потому что они посмотрели в окно, а там свет не горит. И поэтому они знают, почему их взяли. Вот, братья Янгулбаевы. Вот таким вот образом берутся, чтобы такие, как ты, не услышали о моей проблеме, что меня... Почему мое имя не произносят? Потому что это лишний пиар. Сказать, вот есть такой Аслан, которого нужно убить. Как он сказал там, Даудов про Тумсо, что я кровную месть объявляю. Они убивали сотни людей, тысячи людей, но никогда не объявляли публично на видеокамеру кровную месть. А вот почему-то Тумсо они объявили тогда кровную месть. И вот таким образом они людей раскручивают. Понимаешь? И меня они не называют, потому что не нужно меня раскручивать. Мой канал, YouTube канал, запрещен на территории фашистской России. Единственный канал вот из этих, кого сейчас я тебе называл, который запрещен на территории фашистской России. Давным-давно, мои все зрители об этом знают. Мои подписчики, мои друзья, я выкладывал Роскомнадзор, то, что мне письма присылал, все это я выкладывал. У меня все, моя сила в правде. У меня больше нет никакой. Я ни на какую спецслужбу не работаю. И не собираюсь работать, и не буду работать.
то я буду работать только на его величество, господин чеченский народ. Хоть это и громко, но я собираюсь пройти до конца. Вот на этой своей позиции. У меня только кроме правды ничего нету в этой жизни. Понимаешь? Вот в этой борьбе, которую я вышел. Так. Совершенно Хамас самый первый напали. Так, не говори, что Армения все это все так. Ой, этого, подожди, вот этот, как его, Сева какой-то там, да, был? Бред, короче. Асан, 1200 это мирные, военные полиции не учитываются. Ну может быть, я просто смотрел, что сегодня цифра, ну вот это вчера я смотрел, что вот мы сегодня там подвели какие цифры, что вот точно установлено, потому что там были, учитывались террористы, которые напали, что там их тоже там, ну как-то ошибка такая вышла. 1200 была вот цифра, 200, более 200 взято в заложники и 1200 убиты. Я вот эту слышал цифру. Она варьировалась, то 1300, потом 1400 было. Ну вот сейчас сказали точную цифру 1000. Потому что тела некоторые не опознать, там разорванные тела, всякое там было. Поэтому вот так было. Поэтому я за что, как говорится, купил, за то и продаю. Халца яйцо ночи 95, а проблема. 95, а на дахпе, то есть не а проблема, яйцо, да. Израилю воин цаву болца бинаун. Массера аддитеруй. Все нас бросили. Вот эти Хамас, исламский джихад вот, с громкими названиями, там, воины Аллаха, приехали, когда он нашел геноцид, и сказали, что внутренний геноцид чеченского народа это внутреннее дело России. Это сказал вот этот представитель Хамас, предыдущий, которого звали Халид Машаль. В 2006 году, как только его избрал палестинский народ. Все. Вот эти воины Аллаха, если на земле когда-то был джихад, то он шел в Чечне в это время. Вот этот момент, когда он приехал, это был самый настоящий джихад, самая настоящая священная война за свою свободу, за свою землю боролись чеченцы. Очередной раз боролись. И был самый настоящий геноцид. Если на земле когда-нибудь был геноцид, вот то, что было в Чечне, это был геноцид. Я как юрист, как человек, который изучал этот вопрос, я ответственно заявляю. Не выдуманный, не натянутый за уши. Самый настоящий массовое убийство по этническому признаку, военные преступления, преступления против человечности. Вот это время наши братья-мусульмане, так называемые, вчера, правда, они были там, социалистами, коммунистами, там, большевиками, потом стали резко. И Аляксу туда приписывают, там, чтобы поднять мусульман. Это большой обман, друзья. Это нужно понять. Йок эшбуар, бог эшбухар, билешбеш. Аркет диско гумна, да, это что, тупо, о, боже, и умцадуч. Разобраться, вникнуть в вопрос. И тогда вы поймете, что заступаться за путинских Хамас это, ну, самоубийство для любого человека. Они стали мразями, потому что стали действовать по методичке ФСБ. Израильские военные взяли под контроль здание парламента Газы. Ну да, там уже, ну там взять уже нечего. Вот я сейчас BBC смотрел, там разрушений очень много. Центр Газы просто все стирается просто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Усман, мы довольны.
когда выбили Рашу с Бучи где-то и зашли туда, я походу постарел на годов 3, что там увидел. Да? А вы знаете, большие, я выражаю искренние соболезнования. Я знаю, о чем вы говорите. Просто я сам видел, слышал, читал. Все это было на моих глазах. В Буче вся Чеченская республика была Буча. Почти в каждом населенном пункте у нас они устраивали Бучу. Они устроили огромное количество концлагерей, где просто перемалывалось все чеченское население. И украинцев, если они проиграют, ждет ад. Лучше умереть, чем вот пережить то, что пережили чеченцы. Это не каждый переживет даже. У нас много психических отклонений стало. Просто люди просто сорвались с катушек. И при всем при этом, вот Бучи, представьте, вот эту Бучу возьмем и скажем этим людям: нет, вы граждане России, живите теперь с Россией. Вот они все это видели своими глазами, над ними это все совершено. И весь мир им скажет: живите, вы же как, ну это же часть России, почему нет Киевская Русь под Киевом рядом. Все, давайте, живите. И потом ставятся дальше, мы не только потерпели военное поражение вот, на данном этапе, мы оказались в заложниках просто у тех, кто нас убивает, у тех, кто совершает геноцид над нами, кто не испытывает ни капли сострадания, кроме ненависти и злобы к нам. Мы оказались в их руках. А как-то нужно людям выживать, как-то пытаются люди спрятаться там, и так далее. Много чего здесь. Очень сложно. Аслан, правильно я вас поддерживаю, ваше мнение. Да, Адам правильно говорит. Эти террористы пусть напали на нас первым. Что мы сажа руки будем сидеть? Да не будем. Да за мирные жалко, валлай, жалко. Да, совершенно верно, Горский. Да, и в ЛБшник Ельцина поцеловал. Да, в ЛБшник Ельцина целовал этот Ясер Арафат. Такая же, как и Халид Машаль, такая же фигура, да. Мекшду Адам Асам просто Байрон. Адам Босс Осман. Настоящий, так как говорил Джахар, ФСК фанер спичка меня скоро будет уничтожен и будет все очки. Да, Алмула, да, Алмула. Вот такая вот. Настоящим кавказцам палестинцы не товарищ, не союзник, так как свободолюбивые кавказцы хотят независимости от России. А палестинцы, особенно Хамас, это друзья России, и они поддерживают ее политику. Да, совершенно верно. Ну, просто элементарно в Палестине или в секторе Газа висит плакат этому Асаду, Путину, кто там еще у них там висит, этот Аятолла. Вот, ну вот просто путинская фотка висит, плакат висит. Ну какой чеченец после этого, просто уважающий себя чеченец будет поддерживать этих террористов Хамас? Да? А это законно избранные. Весь мир наблюдал там, наблюдатели были, все, избранные. Это не как Кадыров посаженный, насильно убив 300 тысяч наших граждан. 30% убив палестинцев, посадили, Израиль посадил туда этого Халида Машаля или какого там нового, кого там у них. Вот такие вот вещи, друзья. Это нужно знать, в этом нужно разбираться. Так, друзья, мы уже более 2 часов в эфире. Я думаю, на этом мы закончим. Именно за насмешки Джахара они поменяли аббревиатуру с фанерно-спичного комбината на ФСБ. Да, кстати, Амзат, это единственный раз в истории в одной стране Россия КГБ меняла много раз назад, в одной же и той же стране неоднократно меняла. Но в первый раз это было тогда, когда они еще не успели совершить таких массовых преступлений. Обычно они совершали преступления, меняли названия, ЧВК, как там, ВЧК, НКВД, там, ОГПУ, там, как они там. И вот это все вот менялось. Совершают, меняют, совершают, меняют. А тут ФСК они изменили, когда Джахар над ними посмеялся, но они не успели еще совершить тех страшных преступлений. Они поменяли на ФСБ. Было такое, да. Да, на этой прекрасной ноте закончим наш сегодняшний стрим. Я думаю, завтра на чеченском языке мы еще увидимся.
Слава Украине, все будет Ичкерия, Господи, благослови Америку. Ади кёль маш ойл шумасейля бюз дек алёль. Всего самого